Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл, и сегодня к нам пришла девушка, которая знает толк в счастье. Счастливая обладательница коллекции плюшевых медведей, знаток ежей, а также основательница своего собственного стиля. Знакомьтесь, у нас в студии художник, иллюстратор, детский писатель, или как она сама себя называет, сказочница Надя Бука. Надя Бука, художник, иллюстратор, сказочница. Надя руки-ножницы, автор собственного вида декоративно-прикладного искусства. Создала авторскую вселенную персонажей, которую частично перенесла на страницы книг. Боится бабочек и обожает ежей. Уверена, что преподавание интереснее журналистики, а плоды творчества не могут дешево стоить. Ну что, доброе утро. Доброе Как утро. настроение? Отлично, Ну, если спасибо. Утром легко просыпаетесь? Нет. Мы с вами все в На самом одного. деле рассчитываю, что придет человек на телевидение и скажет: ой, ребят, такое настроение плохое, конечно, кошмар. Ну, честный ответ по поводу утра. Я тоже. Да, согласен. Все, мы Надежда? все здесь примерно в одинаковом состоянии, намариновались, и сейчас будем все бодриться. Да. Намариновались. Надежда, начнем мы разговор с такого вопроса. Мне интересно, как вы в свое время выбрали вот этот вот путь и образование в сфере прикладного искусства? Ну, это был долгий путь, хотя он был предсказуемый, потому что мой папа художник, и он преподаватель рисования, а вся остальная семья, две сестры родные, и мама, они в медицине. Но я пошла по стопам отца, и он меня с самого юного возраста брал в свою мастерскую, и там я все время смотрела, как он рисует. И поэтому мой путь, скорее всего, был уже предопределен. Мне сразу с детства понравилось рисовать. Я очень любила рисовать цыплят, курочек. Там он все это хранил у себя в папке бережно. Я знаю, что он до сих пор хранит кое-какие мои работы, за что ему большое спасибо. И потом я пошла, конечно же, в художественную школу в своем родном городе Молодечно, я оттуда родом. Ну, а потом уже оттуда пошла в колледж искусств поступать, потому что я всегда знала, что я буду в будущем, как и папа, буду художником. Вы потом стали учиться на журналиста. Да. Зачем? А вот тут мы коллеги с вами, конечно. Да. А Вот я тоже, кстати, отучилась А я на тоже люблю журналиста. картины. У меня коллекцию собирать даже начал. Подождите, с кем, коллеги? Подождите, С вами? С нами, коллеги. Я с вами. А мы все коллеги? Я тоже- Все коллеги. А получается, да. Ну, получается, если среди вас есть и художник, и журналист, то, Это я. конечно, коллеги, и с вами, и с вами. Да, действительно, после того, когда я уже отучилась на художника и получила свой диплом, я могла уже тогда преподавать рисование, что, кстати, я сейчас и делаю. Я посмотрела сериал, и там два главных героя были телевизионщики, журналисты, репортеры. И меня так они захватили, мне захватило больше даже их жизнь внутренняя, показывали, как им там прекрасно работают, как они выезжают на съемки, снимают новости, у них потом случился там роман, и все это так захватывающе. Я подумала, ну вот чего художникам? Что вот, ну что за интерес? Ну, думаю, я решила поступать на журфак. Я объявила об этом маме, помню, в один из вечеров, при том, что я уже полгода ездила и готовилась поступать в Академию искусств дальше на дизайнера интерьеров. Не знаю, почему этого не сделала. Но я сказала маме, что я же сериал посмотрела. Я говорю, мама... Мы знаем, что вас привлекли бразильские мужчины, красивые, черноволосые. Вот Да, эта вся я говорю, я история. буду поступать на журналиста, именно на кафедру телерадиовещания. Я помню, что у нее тогда упала тарелка, она мыла посуду, потому что она никак не ждала такого поворота событий. Но я же полгода ездила. От радости, от радости. Наконец-то! Она до сих пор, по-моему, не верит, что это произошло на самом деле. Отучилась, отработала на телеке 10 лет, вот, так что я с вами, ну, как бы где-то коллега, да, пересекалась, возможно, нет, не знаю, но, в общем, мне понравилось. В любом случае, мне понравилось работать на телевидении, но я ушла. А вот еще такой вопрос. Любите ли вы преподавать? Очень. Да? Расскажите Да. об этом. Больше, чем быть журналистом. Ну, конечно, ведь я же ушла из журналистики. Почему? Потому что когда ты чему-то учишь, и ты видишь... Понимаете, вот в журналистике как? Ты вроде бы что-то там отснял, там смонтировано, оно вышло в эфир, но ты не видишь реакции человека, вживую не видишь. А когда ты преподаешь, и тебе сразу же там ребенок или взрослый человек показывают готовую работу, ведь я тот учитель, который никогда не влазит в чужую работу, в чужой рисунок, я стараюсь так делать, чтобы они все сами. И когда вижу результаты, их картины, рисунки, некоторые уже потом становятся тоже художниками, если такие, то это большой стимул для меня, как для учителя. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Продолжаем общаться с нашей гостьей. Это художник и детский писатель Надя Бука. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Наденька, еще раз здравствуйте. Такой вопрос. Вы автор своего собственного стиля под названием бутинанки. Да. Но мы знаем другой стиль, который называется вытинанки. В чем разница и вообще что это такое? Давайте зрителям Да, нашим покажите, мы расскажем. видим, что вы принесли с собой папочку. Да, я принесла показать, но прежде чем показать, немножко проведу краткий экскурс. Так, Так. мы готовы.
Вытянанка — это традиционный вид декоративно-прикладного искусства в Беларуси, который известен еще с 18 века. Все дело в том, что наши предки, прапрабабушки вырезали из белой бумаги, но тогда она, может, была не совсем белая, насколько хватало средств, узоры. И, как правило, это были какие-то народные мотивы, либо символы, обозначающие урожай, солнце, ветер, земля, в зависимости от того, что они хотели видеть у себя на вырезанных шторах на окнах белых, либо это была скатерть, постеленная на стол. И не у всех хватало средств на ткань, и поэтому использовали бумагу. Но эта традиция закрепилась, она передавалась из поколения в поколение. И наши предки вытянанку белорусскую вырезали такими, знаете, большими портняжьими ножницами, но у них выходили очень интересные такие узоры. Есть в Китае вытянанка очень известная, но там больше вырезают при помощи скальпеля. Ну, такой, знаете, канцелярский нож. Да. Есть очень известная украинская вытянанка, польская вытянанка. Но я сама по себе такой человек-бунтарь, я не люблю, чтобы все, что вот мне вот такое классическое, я вижу современный мир, и мне захотелось что-то как-то ее трансформировать под современное общество, чтобы белорусская вытянанка стала интересна современным людям, тем, кому там младше, там, 20 лет, ну, неважно, в общем, современности, да. И я стала вырезать современную жизнь с помощью обычных маникюрных ножниц. Вот, Я их мы о них взяла много с собой. слышали. Покажите, Да, пожалуйста. все мои картины, которые можно увидеть на выставке, это вырезано вот такими ножничками. Вот это все мои рабочие материалы, можете их увидеть. Вот они вот так выглядят. А Да. сколько у вас их штук там Ну, у меня лежит? где-то здесь 12, наверное. А можно я тоже возьму? Да, я их периодически затачиваю, и вот ими вырезаю свои картины. Я даже представляю, как где-то в 17 веке мужчина вырезает что-то из бумаги и говорит: «Марыся, подивися, якая Здесь вытянанка». очень много ножниц. Да, она ему Да, говорит: много. «Сдается У мне, меня это много бутинанка, а не ножниц. вытянанка». Иногда я себя называю, поэтому человек руки-ножницы. Знаете, фильм Да. «Ищи». Какие ваши самые любимые? Мои любимые вставлены в рамочку под стекло, их здесь нет. А те, которыми пользуетесь? тебе Да, я руки рассмотрю. А пользуюсь, я вам не... Но те, которые обычно я пробую, которые лучше всего заточены. Я обычно пробую несколько, и которые лучше заточены, те и любимые. А вот Как вы их здесь пример... отличаете? Они же... Никак. А, никак? А я думал, я думал, что у каждого свое имя есть. Да начинается. Нет. Смотрите вообще просто. Хорошо. Вы сейчас нам покажете работу. Вот которую это вы вырезана, одна из работ вырезанная. Вот Мгм. можете посмотреть. Ау. Как делали. раз Ага. бутинанка. Ну, это как бы потрескавшиеся тут губы с яйцом. Но тут сюрреализм. Тут вообще бука Надя зашифрована именно в губах. Ну, то надо там определенным Да. ходом смотреть. Ну дайте-ка я нашла К. Вот. Вот. Мгм. И я здесь принесла вот, Вот в что. общем-то, Уже вырезанные работы. Вот я сейчас вам покажу Надя. свой автопортрет. Да. Так. Вот такая вот вытянанка очень известна была в России в 19 веке. Это было модно вырезать очень модно. профили из черной бумаги. Даже сейчас мне рассказывали, иногда можно встретить там на пляжах в Ялте людей, которые вырезают из черной бумаги профили. А вот на Википедии есть как-то там или где-то прям так официально отмечено, что вот это бутинанка, так называется? Мы работаем над этим, то есть Вот. оно Такая уже сложная мы была. послали в эту в сложно послали в Да, Википедию, ну там да, это тоже вырезано все ножницами. Вы скажите, там же любой человек имеет право зайти и утвердить эту ссылку. Да, Мы это обязательно вот зайдем. тема И все наши Египта, да, зрители это тоже вырезано ножничками, это 3 мира Египта, тоже вот из бумаги. Ау, а это превосходно. Да. Спасибо большое. Это... Вот это вот еж в коньке. Мои часто очень работы используют потом в качестве принтов для одежды. Да, я вот понял, что я бы даже, честно говоря, нанес бы на тело себе еще одну какую-нибудь такую же татуировку. А мы знаем, что вы любите ежиков. Да, я очень люблю ежиков. Вообще я очень люблю всяких непонятных, может быть, с первого взгляда, животных таких, как уточек люблю. Я вот слонов, там, ежей, жирафов. Капибаров. Что? Капибаров. Капибаров тоже, в принципе, неплохо, да. Ты потом загуглишь. Спасибо. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International и продолжаем общаться с нашей гостьей. Это Надя Бука, иллюстратор и детский писатель. Наденька, давайте сейчас прервемся от нашего интервью и сыграем с вами в небольшую игру, которая называется «Типа логотип». Правила простые. У нас здесь есть название несуществующих организаций. Нам нужно изобразить логотип так, чтобы все угадали, что это за организация. Я думаю, что я начну. Будь добра, Наверное. пожалуйста. Хорошо. Настройтесь на мою волну. Ты название скажи нам сразу, и все. Нет. Ну давай, кали. Значит, Ну, я что? рисую. Круг. Пуговицы. А, нет, это лицо. Лицо. Злое, очевидно, какое-то злое лицо. Это... Это заяц. Ши. Заяц. Значит, Зайкин. Костюм зайца. Костюм зайца. Что-то прокат костюмов, возможно.
Нет. Так, мне нужно как-то Это разбираться. крылья у зайца, да? Нет, Ну, давай так, нет, это нет. магазин. Вы говорили до этого. Прокат костюмов. Да, да, да. Это прокат, это да? у зайца. Это кто-то в костюме зайца. Да. кто-то. Малыш. Да. Мгм. Малыш какой-то, да? Хорошо, да, это малыш. Предположим, что их здесь, там, ну не знаю, плюс... Это? 2 зайца. Их здесь много. Много зайцев. Много Ага. зайцев. Это хор зайцев. Хор мальчиков-зайчиков! И это... Подождите, нужно еще назвать. Это хор, но А. организация, ну то есть название вы угадали, Так, но сама организация называется немножко не так. Наверное, для этого мне нужно нарисовать что-то. я, знаешь, ты бы никогда в жизни не Мгм. стала дизайнером логотипов. Я тебе вот... Я логотипы и не рисую. Ну, Это понятно почему. Снегурочка, это новогодний прокат. Нет, это Это кокошник? мальчики-зайчики. Это кокошник? Название мы угадали, да. Это кокошник? Значит, это организация. Паня? Это что за костюм? Это кокошник. Какой? Русский, Русский. народный. Народный. Хор. И Русский Мальчики-зайчики. народный. мальчики-зайчики. А здесь, если у нас будут еще инструменты, не знаю. Не. Ансамбль. Да. Ансамбль? Русский народный ансамбль «Мальчики-зайчики». Народный ансамбль хор мальчиков-зайчиков, господа. Так это мы Да, угадали, да, да, народный да. ансамбль хор мальчиков-зайчиков. Отлично. Я почему-то хотел сказать, что это мужской стрип-клуб, но Но спасибо, вовремя что не сказал. остановился. Вовремя остановился. Спасибо, что не сказал. Все, я рисую. Пуговица. Баскетбольный мяч. Да, Да, правильно. А я еще его не дорисовала. А мы ничего знаем. страшного. А, ну и Я хоро- знаю все вопросы. Это неправда, Я мы не читал знаем. сценарий. Да нет, там конечно. не было, мы А. даже Так, не знали. баскетбольный мяч. Баскетбольный мяч. Это, ну только это не мяч, это организация. Вот, которая... Баскетбольная команда. Баскетбольный клуб. Клуб. Да, клуб, правильно. И Баскетбольный сейчас будет вот его название. клуб. Хорошо. Сейчас Другого цвета. мяч стираем. Ничего себе. То есть вы нарисовали Время такой потратили. красивый мяч в идеальном круге, чтобы мы просто узнали, что это Вот баскетбольный клуб. именно. Да, а сейчас его Так. будет название. Тут Хорошо. будет уже так... Маланка. Это елочка. Ёлка. Елочный, Не-не. новогодний, может, ель. Ёлкин лес. Зная нашего Может быть, креативного директора, Лесной. это А. голубые ели. А почему она лежит? Сейчас. Дровосек, наверное, там А. будет топор, дровосек. Только их Топорный. много. Дровосеки. Дровосеки. Ну, не совсем, которые... Ну, вот... А как топор рисовать? Вот, топор, Ага. отлично. То есть вы не умеете рисовать орудие Очень убийства. красиво. Очень красиво вы издеваетесь. Это флажок, а не топор. Сейчас Ладно. эту шапочку ему какую-нибудь. Вот. Так, ну А получается. это борода у него, да? Да, да. Это говорит как-то о его национальности? Нет, Ну, нет. то есть, типа, Ну, их много. армяне-дровосеки. Вот этой специальности людей, их тут много. Они Лесоруб, много? Которые- может, Дайте как я его нормальный называют? топор хоть нарисую. Ну, давайте, конечно. Что, пришли зря сюда, То есть, что ли? получается, баскетбольный клуб, Вот так. лесной дровосек, что-то такое. Да, только их много, и вот время суток тут еще важно. Ночные Ночные дровосеки. Да, Мы Серьезно? угадали? да, баскетбольный клуб «Ночные дровосеки». Ура! Бум! Это было клёво. Ничего Это себе. было очень Конечно, да. Я Конечно, бы хотела, чтобы да. мальчиков-зайчиков нарисовали. Была бы целая иллюстрация. Ладно. да, книги. Так, ну, давайте начнем, наверное. Так, значит, смотрите. Если честно, не, Да. это не видно. Это вот все будет вот этот вот логотип такой большой показываю. да? Вау! Само, что это такое, это вот такая штука. В Беларуси она бы называлась ГЦ. В 2 слова. Это пьедестал, может Подожди. быть? Первое место? И, значит, тут вот так вот написано будет, да? Это не ГЦ, ну как там, что там такое ГЦ? И здесь, значит, написано вот так вот так вот. И вот Не так. знаю, что это. Вот. Это рука. А какая? Это вторая рука. А как это мы называем, если мы говорим, если у нас в логотипе еще присутствует вот такая вот штучечка, вот такая раз, и вот это вот Это маечка. майка? Да. Майка это? Да. И итого у нас ГЦ. ГЦ. Ага. Ага. Не рисовать себе логотипы Я не тоже. знаю, это что-то с майкой Так, связано. Смотрите. Майка, это что у нас? Это у нас... Одежда. Так, значит, Да. какая одежда? Секонд-хенд. Так, какой? Который Нормально. европейский. Так, а Нормально. это? Ну ладно, Ну, а что из на русском ТЦ? это будет вот так вот, ну я не ТЦ. знаю. Торговый центр, вторые руки. Торговый центр европейский секонд-хенд. Вуаля! И Серьезно? все? Да. А почему Да. это такое легкое А название? потому что логика, обаяние и умение общаться. Ну что ж, я думаю, что ты подтвердишь, что мы все роскошно справились с этим Да, у заданием. нас у всех по 1 баллу. Я впервые хотя бы в числе лидеров, потому что я обычно проигрываю в интерактиве. Но сегодня мой день, и поэтому я хочу поздравить нас всех. Ну, Спасибо. поздравляем тебя. А где приз? А приза нет, как и всегда в нашем... Я думаю, что сейчас мы с призом разберемся, и совсем нам нужно вообще, в принципе, немножко отдохнуть. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Продолжаем общаться с нашей гостьей. Это Надя Бука, иллюстратор и детский писатель.
Снова здравствуйте. Здравствуйте. Наденька, такой вопрос. Вы являетесь автором двух книг, сказок для детей и взрослых с вашими собственными иллюстрациями. Да. Как вы придумываете героев? Как это вообще происходит? Откуда вы берете вот эти крупицы вдохновения? Как это вообще? Поделитесь. Ну, вот, кстати, очень вовремя вопрос задан насчет книг, потому что эти две книги про героя Пигласа, я сейчас расскажу о нем. Это «Глаз с крыльями», который разговаривает при помощи пузырей, питается деревянными прищепками и дарит вдохновение людям, кстати. Она была издана изначально на белорусской мове в 2 частях, но совсем скоро она выйдет под одной твердой обложкой сразу в 2 части вместе на русском языке. То есть еще большее количество детей сможет ее прочитать из взрослых. Ну вот Пиглас, да, как он родился. Я помню, лет 10 назад я гуляла по парку Горького в Минске и увидела, что кто-то из детей, наверное, пускал мыльные пузыри. И веточка качнулась, и у меня просто так вот, знаете, как вот в голове сразу образ: глаз голубой, с клювиком, с ножками, с белыми крыльями, и он пускает пузыри. Он такой, как оберег. Его не все могут увидеть, его могут увидеть только тот, кто очень в него верит. Но дети в него уже, конечно, верят. Конечно. И взрослые, кстати, тоже. Конечно. Мы до этого Я верю. верили. Я ел прищепки, я знаю, что это А такое. еще есть гласпи. Это уже такие вредные существа. Они появляются, когда человек испытывает негативные эмоции. Там ревность, злость. И они вырастают до уровня, могут вырасти с величиной с дом и начинают везде выключать свет. И поэтому дети их боятся, им не нравятся эти отрицательные персонажи. А есть еще Пува. Она очень похожа на сову. Она тоже есть в этой книжке. Она питается пуговицами. И если у вас, допустим, исчезала пуговица, это значит, Пува ее украла, Так и съела. знала. Это вот Я эти так и двое, знала. кто постоянно Я трутся так в и магазине тысячи мелочей, Вы рассказывайте, воруют рассказывайте. прищепки с пуговицами. Да, Пува, она дружит с Пигласом. Они, он не разговаривает Пува пузырями не разговаривает, но они друг друга понимают, потому что они из одной вселенной, они из одного параллельного как бы мира. И Пуву часто еще там сравнивают вот с какой-то совой или плюшевым медвежонком. Ну и, конечно же, когда вот стала я изображать их на картинах, стали просить. Это просто сказка была написана, можно сказать, по просьбе телезрителей, не телезрителей, просто зрителей. Просто зрители. Да, я Аудитории. написала сказку «Баси и Пиглас». Еще есть Этикека. Это такой розовый конь. А я но он хотел не конь. спросить как раз. Да. Так, У него Этикека. розовый У него- конь, где... Но у него крылья стрекозы, и только на нем можно добраться до этой волшебной страны, где растут бублосы, вот эти волшебные растения, которые лечат от всех болезней, где летает Пува, где прищепки растут на деревьях, где пигласы стаями летают. То есть это все там, но туда может унести только Этикека. Вы так задорно об этом рассказываете, настолько внушительно, что я готов уже прочесть все это. Ты знаете, это не воспринимается как какая-то, ну да, детская сказка, а это прям, это же Это детская отдельная сказка, вселенная, да, это да, же да, отдельная да. вселенная. Marvel Я бы очень была рада, если бы ее читала как можно больше людей, потому что там не только для детей информация, она учит добро, она учит, как не врать, как не ревновать, вообще как найти смысл и не потерять себя в этой действительности. Знаете, это как у Туви Янсен «Мумий-тролли», да, ведь там тоже кажется сначала это детские истории про таких бегемотиков беленьких, но на самом деле там нет, там же целая кладезь вот таких вот изречений мудрых, так же, как и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, Да. которого я перечитывала много раз. Да? Изначально она считала же детская, но она же совсем не детская. Совершенно нет. Да. Я очень давно хотела, знаете, чтобы у белорусов появился тоже свой герой, в которого бы они верили, и которые хотели, чтобы к ним прилетел. И это свершилось, я очень этому рада. Почему? Потому что мне стали писать письма, что вот, мы хотим, чтобы к нам Пиглас прилетел. Я положил на подоконник деревянные прищепки, попросил маму купить, а Пиглас не прилетает. И вот я отвечаю им, что, вы не всегда же можете увидеть его, он может прилетать ночью, когда вы спите, а прищепки не ел, потому что он был сыт. А это очень удобно, чтобы вводить в заблуждение маленьких читателей. Подождите, они существуют, вы что, даже дети смотрят? Безусловно, верю. Я даже о том, что это нужно как можно скорее экранизировать. Да? Я В мультипликационной форме, да. Я хочу обратить внимание на предмет, который лежит рядом с вами. Мне кажется, что телезрители уже давно его заметили. Что это? Это сказка тоже, но здесь я не автор. Автор Павел Гушинец. Он больше известен как врач-писатель, который пишет рассказы для взрослых. Но вот он недавно совсем выпустил книгу для детей, которая называется «Девочка и крокодил». Это история про девочку Соню, у которой под кроватью поселился маленький крокодил, но он ее не съел. Она кормила его котлетами, наверное, поэтому. Мгм. И я проиллюстрировала эту сказку. Смотрите, какой добрый крокодил, он даже вяжет. Ну, конечно, куда он может съесть девочку, если она даже видно
видно, что физически сильнее, чем он. Да, это маленький крокодильчик, но, Вот. насколько я поняла, ну, по крайней мере, я так сделала, я имею право как иллюстратор, он не растет. В худшем случае он стал бы клатчем. Правильно, Он как я кот. считаю, что Да, лучше. да. Вот, а это вот, о, кстати, похож цвет колготок сегодня. Вот эта девочка как раз Соня, главная героиня, и вот я вот принесла эту книжку. А чего я ее принесла? Потому что вы хотите ее Это вы у нас спрашиваете? Да. Так, я давайте хочу её придумаем. подарить. Давайте ее подарим кому-нибудь Да, срочно. вы ее дарите. Например, сразу же после нашей передачи в 9:00. А, Не собственно, все правила в нашем инстаграм-канале. Мы разыграем это замечательное произведение. Да, Да? теперь я у вас ее забираю, потому что теперь она наша, а может стать Моя, ваша. дай мою. Ладно, но потом она будет чья-то Нет? другая, твоя. Так что обязательно участвуйте в розыгрыше. Спасибо большое. Участвуйте в розыгрыше, выигрывайте эту замечательную книжечку. Инстаграм вы видите на экране. Ну, а сейчас мы хотим сказать вам большое спасибо, что пришли, зарядили нас такой замечательной энергией, таким позитивом. Пожалуйста. Спасибо, вы невероятно добрый человек просто. Чего? Я сейчас... Ну да, Чего? конечно, добрый, да, мне Типа, в говорят. об смысле этом я иногда. добрый? Прям эта аура сейчас, вот даже операторы сидят, расплывшись в улыбке просто, И да. пигласы И летают. пигласы летают, да. И все проверьте свои пуговицы, каждый зритель, пожалуйста, Я свои посмотрите. постоянно Я проверяю, специально без кстати. пуговиц сегодня пришел, я знал, кому я иду на интервью. Сегодня у нас в Спасибо. гостях была детская писательница, иллюстратор Надя Бука. Спасибо большое. И вам Спасибо. спасибо.